Если бы эта трагедия случилась бы, и так бы, скажем, просто был выслан народ, это бы еще полбеды. Но связано, эта трагедия передалась и на искусство, и на традиции, и особенно вот в театре. В театре в данное время, вот мое поколение уже старшее поколение. Ушли все старшие, потому что жизнь она трудная была, на то поколение легло большое. Все эти болячки выявились, и их среди нас, старшего поколения, нет, этих актеров. Мы теперь самое старшее поколение должны сами себе придумывать, скажем, те писатели или те вещи написаны драматические, они тоже потеряны вместе с теми же писателями расстрелянными. Молодые писатели, те, которые не видели, не выстрадали, только понаслышке. Об этом говорить запрещалось, об этом писать-то вообще нельзя было. Первое приглашение Северо-Осетинской студии телевизионных фильмов «Костры на башнях», где я сыграл Ингуша Шабулата. Послушай, Осетин, как тебе не стыдно? Где ты накосил эту траву? А там, где косил мой дед, мой отец. Там, где буду косить я. Мои дети, внуки. Понял? Ингуш. Ну ладно. Значит, ты последний из вашего рода, кто косил дитя. Ну, что дало? В общем-то, я начал сниматься в Северной Осетии. Для меня-то, в общем-то, она явилась школой. Потому что рядом находились такие мастера, как Владимир Васильевич Тапсаев, как Коста Асланов, Кола Саламов, Бибо Батаев. Было у кого учиться. Я-то был мальчиком, но все-таки помню. Помню вот большой барак, и не было ни окон, ни дверей. Мороз доходил, наверное, доходил, сейчас говорят, а так холодно было. Есть до 50 градусов доходили. Мы в Восточном Казахстане находились. Но у нас дров не было. Вот как-то мы всей семьей собирались, вот вокруг несколько там дровишек, и там кучки вот так вот. У кого что накинуть, там, может, мешок какой-нибудь или что-то просто. Вот каждое утром заходил казак вот с длинной бородой, казах. И вот так он делал. И сани у него были. На санях он от нас кого-то вытягивал, лежачий. И вот загружал на сани и увозил. Я думаю, куда он всегда везет? И это было ежедневно. Оказывается, он мертвых увозил. Те, кто от холода, от голода. А у самих у нас не было сил, чтобы поднять, там, похоронить, отнести, вынести. Не было. Вот местные жители, казахи, зная, что у меня там же умер отец, шили мне рубашку. Я всю жизнь мечтал о валенках. И так и не заимел валенки. Приехал домой на родину без валенок. Ну, здесь они не нужны были.